Черные и белые, пару шагов, и ты дамка. Казалось бы, все так просто. Но спортсмены знают, какой силой воли и трудолюбием нужно обладать, чтобы стать в этой области лучшим. Сегодня мы в гостях у чемпиона мира по шашкам, студентов Башгосуниверситета Айнура Шайбакова. Айнур учится на 5-м курсе физико-технического института. В свои 22 года молодой гроссмейстер успевает покорять шашечный мир, давать мастер-классы в Китае. Кумиром считает своего отца. Верит, что в основе всех деяний лежит любовь. Айнур, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты стал чемпионом мира по шашкам, когда все началось? На летние каникулы меня отправили к бабушке, к дедушке. А дедушка уже после рабочего дня засиживался за какой-то доской, как мне казалось, и передвигал какие-то черные белые пуговицы. Попросил его для того, чтобы меня научил. Но, понятное дело, учиться не хотелось, хотелось играть. Я все время проигрывал. И после этого слезы на глазах. Был звонок домой родителям: заберите меня обратно, я здесь не хочу больше находиться. Они меня забирали. Вот уже мне наступило 7 лет, я пошел в школу, и уже в сентябре у нас был так называемый урок шашек, который также длился по 45 минут, было домашнее задание. И вот уже в тот момент я понял, что я кому-то что-то должен, скажем, и записался на дополнительный кружок по этому виду спорта. А помнишь свою самую первую игру? Я помню такой момент, для меня он был очень важный, когда мы играли за взрослую команду Башнефть, мне было буквально 12 лет, чемпионат Европы был, Кубок Конфедерации. И там, то есть, меня поставили в основную команду, там сидит, скажем, справа от меня сидит человек, всегда был к моим кумирам, чуть дальше под 3-м номером сидит тоже человек, который я учусь, тоже чемпион мира. А мне буквально в этот момент 12 лет, а им, больше 30, около 40. И я вот в этот момент так вот сидел так, смотрю направо, здесь те люди, на которых я всегда равнялся. Поворачиваюсь налево, тоже сидит человек, который были международными гроссмейстерами. И в тот момент как раз я понял, что тоже могу же что-то сделать. Последний раз, неделю назад, ты ездил в Канны, где проходил чемпионат Европы, где ты занял, собственно, 3-е место. Расскажи, пожалуйста, про саму игру. В первом раунде выиграл у француза. Дальше у нас осталось 8 человек. Я попал с международным гроссмейстером Александром Гетманским. Получилось его одолеть только в 3-й партии. Далее уже нас осталось 4 человека. И я попал с экс-чемпионом мира из Латвии. Я ему, по-моему, проиграл в 4-й или в 5-й партии. Я уже в финал не попал. И дальше уже играл за 3-4 место. А получается совмещать с учебой? Почему я выбрал именно физико-технический институт? У меня единственная 4 была в школе по физике. И я тем самым, опять-таки, может быть, это связано, может быть, со спортом. Хотел, в кавычках, доказать своему учителю, что был достоин, мог получить и 5. Но уже учась первый год, здесь я понял, я даже не представляю, что столько физики на самом деле существует. И скажу честно, представляете, вот у вас одна партия на турнире идет от 4 до 7 часов. Это простой рабочий день, да, представьте, что 7 часов ты отыграл. Представляете, после этого совершенно ничего не хочется делать интеллектуально, а здесь еще иногда приходится заниматься физикой, поэтому это не всегда удается это делать. Я знаю, что ты занимаешься развитием такого вида спорта, как шашки, в Зауралье. Почему именно Зауралье? Цель проекта была как можно больше охватить людей, те, которые не имеют возможности куда-то ходить на кружки. Хотелось как можно больше людей из сельской местности взять под свое крыло, потому что талантливые люди не везде есть. Ни для кого не секрет, что Башкирия на данный момент является жемчужиной мирового спорта в этом плане, потому что именно здесь очень много чемпионов мира, и поэтому мы знаем, как преподавать, и мы знаем, что таланты на данный момент у нас их очень много. А как ты вообще свободное время проводишь? Есть ли оно у тебя вообще? Свободное время? Пока здесь в университете, пока здесь в Уфе. На данный момент свободного времени стало еще меньше. Дело в том, что меня еще избрали в молодежную общественную палату при Курултае Республики Башкортостан. Там как раз-таки очень интересно на должности заместителя комиссии по образованию, науке и спорту, потому что приходится делать свои проекты, не то чтобы делать их, реализовывать в жизнь те проекты, которые есть для молодежи. Айнур, мы желаем тебе больше свободного времени. Спасибо тебе за интервью. Мы с тобой еще, я думаю, сыграем партию. А мы решили сыграть с чемпионом мира в шашки. Мне кажется, это будет самая быстрая игра и самый короткий проигрыш. Поехали? Поехали.
вот игра закончилась, а кто проиграл, мы никому не скажем, потому что так будет лучше, по крайней мере, для меня.